О главных событиях дня в информационном выпуске Амши Кушара. Добрый вечер. В студии Алиса Шамба. Сегодня днем на одной из станций метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате взрыва в вагоне поезда 10 человек погибли и пострадали не менее 30 человек. Президент России Владимир Путин заявил, что причины взрыва пока неизвестны, но рассматриваются все версии, в том числе и версия теракта. Все станции метро в Санкт-Петербурге закрыты на вход и выход. Возбуждено уголовное дело. По словам полномочного посла Абхазии в России Игоря Ахба, информации о пострадавших граждан Абхазии во время взрыва в метро Санкт-Петербурга не поступало. Он отметил, что в посольство Абхазии в России находится в постоянном контакте с российскими коллегами. В связи с взрывом в петербургском метро президент Республики Абхазии Рауль Хаджимба направил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В Абхазии с большой болью восприняли известия о человеческих жертвах в результате взрыва, прогремевшего в петербургском метро сегодня днем. От имени народа Абхазии и от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших, а также всему народу Российской Федерации, говорится в тексте соболезнования. Президент Рауль Хаджимба поздравил ректора Московского государственного университета имени Ломоносова, академика Российской академии наук Виктора Садовничева с днем рождения. Мы высоко ценим ваше доброе отношение к нашей стране, ту поддержку и помощь, которую вы оказываете Республике Абхазия в должности ректора МГУ. За ваш личный вклад в развитие высшего образования и подготовку кадров для Республики Абхазия вы были отмечены наивысшей государственной наградой нашей страны орденом Ахзапша первой степени. Для нас вы являетесь не только надежным партнером, но и верным другом республики и ее почетным гражданином. Искренне надеюсь на продолжение добрых традиций нашего конструктивного сотрудничества. Желаю вам, уважаемый Виктор Антонович, крепкого здоровья, душевного мира, успехов и неиссякаемой жизненной энергии, говорится в тексте поздравления. В конце прошлого года парламент Абхазии избрал первого уполномоченного по правам человека. Им стал Дмитрий Маршан. Омбудсмен республики в интервью абхазскому телевидению рассказал о том, чем планирует заняться в первую очередь. На повестке множество направлений. Это и малоимущие семьи, помощь инвалидам, заключенным, налаживание контактов с офисами уполномоченных зарубежных стран. Среди всех проблем, по словам Дмитрия Маршан, важнейшими являются те, которые связаны с трудовыми отношениями со сферой уголовно-процессуального законодательства, уголовно-исполнительного и, конечно, ЖКХ. Омбудсмен Абхазии заверяет, институт уполномоченного не будет политизирован. Его главное предназначение – соблюдение прав и свобод человека и гражданина в Республике Абхазия. Полную версию интервью с Дмитрием Маршан смотрите сразу после выпуска новостей. Решение городского суда Сухума о восстановлении Риты Трапш в должности заместителя главного врача по родовспоможению республиканской больницы будет обжаловано адвокатами Минздрава в Верховном суде Абхазии. Об этом нашему телеканалу сообщила пресс-служба ведомства. Напомним, что 18 января 2017 года министр здравоохранения Анзоргов своим приказом освободил Риту Трапш от должности заместителя главного врача республиканской больницы по родовспоможению, но сохранил за ней должность заведующей акушерско-физиологическим отделением. Однако суд признал незаконным и подлежащим отмене приказ министра и постановил взыскать с Минздрава заработок за время вынужденного прогула в пользу врача. Завтра, 4 апреля, в конференц-зале Государственного музея боевой славы имени Владислава Ардзенба пройдет собрание Академии наук Абхазии по итогам научно-исследовательских работ за 2016 год. Приглашаются представители научной и творческой интеллигенции. Об этом сообщает Президиум Академии наук Абхазии. Хибла Герзмава дебютировала в Миланском театре Ла Скала. Она сыграла в постановке одноименной оперы Гаэтано Доницетти «Анна Болейн». О том, какие эмоции испытала Хибла Герзмава и как ее приняла миланская публика, нашим журналистам рассказал друг оперной дивы, руководитель Русского драматического театра Абхазии Ираклий Хинтба. Дебютной ролью Хиблы Герзмава в Миланском театре Ла Скала стала Анна Болейн в новой постановке одноименной оперы Гаэтано Доницетти. Анна Болейн не ставилась в театре Ла Скала более 35 лет. В последний раз на эту сцену в партии английской королевы выходили Монсеррат Кабалье и Чичилия Газдия.
Самая сложная, требовательная публика, которая буквально с нотами сидит в зале и проверяет, правильно ли спела певица ту или иную арию, ту или иную музыкальную фразу. И Хибла Гирзмава дебютировала в этом театре в главной роли в опере Доницетти «Анна Болейн». Это одна из самых сложных женских партий, которые подвластны только большим певицам, примам. Хибла, безусловно, как абсолютно мировая звезда сейчас уже она выступает во всех лучших оперных театрах мира. И самое страшное, самое главное и самое страшное, может быть, для певицы, это то, что эту партию, эту оперу возрождают в театре Ла Скала после того, как она была исполнена 35 лет назад Монсеррат Кабалье, а еще до того Мария Каллас. То есть вот такие предшественницы у Хиблы. И, естественно, она очень волновалась, когда готовила эту партию. Партия очень сложная вокально и очень сложная драматически. Хибла долго ее готовила. «Анна Болейн» – опера в 3 актах итальянского композитора Гаэтано Доницетти. Опера «Анна Болейн» относится к циклу опер Доницетти из истории Англии XVI века. По мнению критиков, роль Анны Болейн требует от исполнителя петь в очень широком диапазоне, от низких до самых высоких пределов. Кроме того, давление на Хиблу Гирзмава будет усиливать тот факт, что она будет исполнять эту роль в театре, где легендарная Мария Каллас возродила к жизни это произведение и превратила ее исполнение в канон. Премьера прошла с огромным успехом, ей просто рукоплескал зал, грандиозный триумф. То есть наша абхазская певица покорила главную оперную сцену мира Ла Скала, и итальянская публика, которая следит за всем, как я уже сказал, за каждой нотой и за каждой правильно произнесенным фразой на итальянском, это же на итальянском языке, они следят за всем. И вот Хибла безупречно просто исполнила эту партию, и сейчас она является, наверное, вот одной из нескольких величайших сопрано мира просто. И я думаю, для нас это огромное счастье. Мы такое, наверное, представить себе не могли, что певица из Абхазии может достичь таких успехов в мире. Ее знают везде, у нее расписан график на много лет вперед. Это, безусловно, наше национальное достояние. Таких певиц не каждый народ рождает. А вот наш народ все-таки оказался очень талантливым. Мы это всегда знали, но это вот еще одно подтверждение огромных талантов, которые в нашем народе сосредоточены. Поэтому для нас это большое счастье для всех. И летом мы ждем фестиваль Хиблы Гирзмава. На Алакове, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Уже идут съемки проекта абхазского телевидения «Последний из ушедших. Чтение». Знаменитый роман выдающегося абхазского поэта Баграта Шинкуба «Последний из ушедших» прочтут от первой до последней строчки в эфире нашего телеканала. Литературный марафон приурочен к году Шинкуба, юбилей которого страна отметит 12 мая. Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба. Пауза, начнете читать. Если вдруг запнулись, предложение сначала. Окей. В масштабном мультимедийном проекте абхазского телевидения «Последний из ушедших. Чтение» примут участие около 300 человек. По словам продюсера проекта Астанте Ардзенба, съемки длятся уже более месяца. Проект «Последний из ушедших. Чтение» призван продемонстрировать богатство абхазского языка, богатство абхазской литературы. Аналог такого проекта существовал в России в прошлом году. Это были «Чтения войны и мир» Толстого. Этим большим масштабным проектом завершился год литературы в России в прошлом году. Мы решили сделать что-то подобное, но, безусловно, в абхазском варианте этот проект имеет свои особенности. Съемочная группа уже отсняла практически половину материала. Впереди еще 1,5-2 месяца работы. И мы планируем запустить первые серии, первые эпизоды уже в мае. Съемочная группа выбирает самые красивые, необычные
места для записи своих героев. Тем самым авторы проекта хотят еще раз показать зрителю Абхазию во всей ее красе. А участниками проекта являются люди самых разных возрастов и профессий, в том числе известные деятели культуры и первые лица государства. В проекте их всех объединило одно – любовь к творчеству знаменитого писателя. Честно говоря, Баграт Шинкуба для меня значит очень много. Я его с детства очень сильно люблю. И самое любимое вообще его произведение, и, конечно, это «От Санджарах». Читая этот роман, наверное, без слез обойтись невозможно, потому что это написано от всей души, и это история, которую мы никогда не должны забывать. Для меня огромная честь участвовать в таком проекте. Я чисто случайно узнала об этом проекте, беседуя со своими друзьями, и они мне сказали: не хочешь ли ты поучаствовать в этой акции? Конечно же, я с удовольствием приняла, и вот в течение 2 дней мне позвонили, дали тот отрывок, который я должна была представить. Впереди у съемочной команды еще много работы. По словам режиссера проекта Даута Логуа, процесс съемок достаточно интересный, хоть и сложный. Он признается, порой приходится по несколько часов записывать одного чтеца. Для режиссера участие в столь масштабном проекте – бесценный опыт. Меня позвали быть режиссером на этом проекте, и я с удовольствием согласился, и понимая всю ответственность, конечно же. Я читал данное произведение дважды на русском. В процессе съемок читаю его на абхазском, и, я думаю, на монтаже буду перечитывать его еще раз. Одно из самых сильных и значимых произведений для нашего народа, и поэтому, конечно же, на нас большая ответственность. Также большая ответственность лежит на всех, кто читает. Это очень важно, потому что хочется, чтобы глубину и красоту абхазского языка мы смогли передать через чтецов наших. Перед нами еще стоит большая работа, планируются масштабные поездки в Турцию и в Москву. Этот проект очень многосторонний, и я как раз все эти стороны для себя тоже хотел бы и раскрыть, и подчеркнуть. Это и разнообразие природы абхазской, красота языка, попытка передать смысл и посыл произведения. И это произведение будет не только для тех, кто хорошо знает абхазский. Мы думаем над тем, чтобы сделать субтитры на русском. Фрагменты романа прочитают соотечественники и друзья Абхазии по всему миру. Камеры также будут установлены в местах, связанных с романом, как в Абхазии, так и в России и в Турции. Более того, одним из мест трансляции станет отчий дом Баграта Шинкуба в селе Члоу, где специально для чтения романа соберутся родственники писателя. Сария Смыр, Ильдар Дамиров, Тимур Гугохия, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. Абхазская государственная филармония при информационном партнерстве с абхазским телевидением запустила проект «Человек слова». В рамках проекта на сцене Абхазской филармонии выступят популярные российские артисты. Вениамин Смехов откроет серию творческих вечеров. Подробности расскажет Рената Шикая. «Человек слова» – именно так называется новый проект Абхазской государственной филармонии, который стартует уже 6 апреля. В рамках этого проекта в нашу страну будут приезжать известные российские артисты, знаменитые люди, которых знают и любят не только в России, но и в Абхазии. Благодаря новому проекту «Человек слова» в течение этого года в Абхазскую филармонию будут приглашены такие известные артисты, как Александр Ширвинд, Александр Филипенко, композитор и музыкант Максим Дунаевский. Как актер я обрадовался, как человек, что я по-живому на сцене буду видеть Вениамина Смехова. Это глыба советской школы, российской. Это мастер, чем бы он ни занимался, высочайшего класса интеллекта, высочайшего класса чувства, чутья, художественности. Великолепно, что пригласили такого человека для общения. Я думаю, что надо найти и время, и билет купить. Обязательно этот вечер сделать для своих близких и для себя духовный такой высокохудожественный подарок. Это великолепно, что он приезжает.
У абхазской публики появится возможность познакомиться с популярным российским актером Вениамином Смеховым. Актер будет читать стихи известных поэтов, рассказывать о себе и об искусстве в целом. Много нового он откроет во мне. И для себя я открою встречу с этим человеком. Поэтому я считаю, что и родители, и братья, и бабушки, и дедушки все должны найти время посетить этот живой творческий вечер. Великолепно, все получат огромное удовольствие. Вениамин Смехов – талантливый актер, режиссер и телеведущий. Зрители больше всего любят его за роль Атоса в фильме о 3 мушкетерах. Смехов долгие годы был одним из ведущих актеров театра на Таганке. Хочется отметить, что приезд и выступление актеров такого высокого уровня в Абхазию стал хорошей традицией. Так, в прошлом году в Абхазию приезжали такие известные актеры, как Авангард Леонтьев и Евгений Князев. А уже через пару дней на сцене Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба для нас всех выступит Вениамин Смехов. Ждем с нетерпением творческого вечера. На сайте Государственной филармонии, в социальной сети в Facebook каждый желающий имеет возможность оставить вопрос Вениамину Смехову, который будет задан актеру на творческом вечере 6 апреля. Рената Шакая, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Ну и в конце выпуска, как обычно, о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 6-8, днем 16-18 тепла. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.